Дебо Анна Владимировна, доктор филологических наук, тюрколог, компаративист, член-корреспондент Российской академии наук. Окончила отделение теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ, заведующий отделом Урало-Алтайских языков Института языкознания Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Центра компаративистики Института восточных культур РГГУ. Анне Дебо принадлежат влиятельные работы в области семантической реконструкции про языка и про культуры на алтайском материале. Докторская диссертация «Семантическая реконструкция в алтайской этимологии». Автор ряда разделов в шеститомной сравнительно-исторической грамматике тюркских языков и статьи в издающемся многотомном этимологическом словаре тюркских языков. Участвует в лингвистическом атласе Европы. Член жюри в 2012 году международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Акторном». Дебо Анна Владимировна, автор 3 монографий и большого количества других научных публикаций. Одна из ваших монографий называется «Лингвистические контакты ранних тюрков». Хотелось бы спросить, о каком периоде речь идет? Период ранних тюрков. Это какой период? Это период первого распада тюркских языков, первые века до нашей эры. Район, значит, северные границы Китая, Ордос, Саян-Алтай. Я знаю, что вы являетесь участником очень интересного исследовательского проекта «Лингвистический атлас Европы». Да. Скажите, пожалуйста, в этом атласе Европы лингвистическом какое место занимают кавказские языки? Ну, они занимают присущее им географическое место, естественно. Проект – это карты лексических и грамматических явлений по территории Европы, традиционно выделяемой как географическая область. Соответственно, туда попадают и западнокавказские, и дагестанские языки. В общем, да, мы рассматриваем, в частности, эту лексику. И последний вопрос о мотивационных картах. Скажите, какую роль они играют, какое значение вообще имеют мотивационные карты? Ну, это довольно интересная вещь. Дело в том, что мотивация языкового значения, в принципе, может распространяться на этнокультурных ареалах помимо языковых границ, то есть перекрывать границы родственных языков. Когда мы встречаемся с такими явлениями, допустим, в древних языках, то мы можем утверждать о древних контактах этих языков. Вот. На карте всегда очень хорошо бывает видно. Да, ну и к тому же мы можем принимать решения об архаизмах и инновациях в данных языках. Всегда видно на карте, если какое-то развитие значений захватывает территорию, пересекая границы родственных языков, то мы всегда можем утверждать, что вот это явление распространялось оттуда-то. Значит, то положение, которое мы видим на его границе, это новое положение, а старое положение можем предполагать такое, что, в общем, с предыдущего ареала проходило. Спасибо большое. Вот. Спасибо большое. Здравствуйте. Добрый день, друзья. От лекции к лекции наша аудитория и в стенах университета, и зрительская, она расширяется, и это отрадно. Сегодня снова в эфире кафедра лекции на абхазском телевидении. Гость нашей программы – тюрколог, компаративист, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Дебо Анна Владимировна. Добро пожаловать. Ну вот, тема лекции обозначена на экране. Конечно, ну, в общем, я хочу сказать, что существует прекрасная статья
Вячеслава Чирикбы «Научное наследие Владислава Григорьевича Ардзенко», которая, в частности, этот вопрос тоже очень хорошо и адекватно освещает. Возможно, она написана несколько профессионалом для профессионалов, поэтому то, что я буду говорить, оно в общем и целом ничем не отличается от этой статьи, оно просто посвящено некоторым объяснениям того, что там говорится. Я, во-первых, хочу сказать, что, в общем, я имела счастье заниматься наукой в той же группе ученых, в которую входил в Москве Владислав Григорьевич, и мы общались более или менее. Больше, правда, он общался с моим отцом Владимиром Антоновичем Дебо, который учился у него абхазскому языку, и они, в частности, вместе занимались проблемами абхазской акцентологии, о чем я немножко скажу потом. Я хочу сказать, что когда Владислав Григорьевич решил посвятить свою жизнь политической деятельности, то для нашей группы это было, ну, в общем, очень печальным событием. Мы очень жалели, что он отказывается от науки, потому что как раз тогда начиналось много проектов, в начале которых, в частности, он стоял. Вот. Но мы понимали, что, по-видимому, для него другое решение невозможно. Владислав Григорьевич был прежде всего ученым-хеттологом и специалистом по Древней Передней Азии. Это крайне редкая и крайне изысканная специальность. Для того, чтобы ею заниматься, нужно знать очень много всего. И, в частности, надо владеть несколькими древними языками, которые не так-то легко доступны изучению. Значит, да, сравнительное историческое языкознание, которое обозначено в теме лекции, значит, по-видимому, я прежде всего должна сказать несколько слов о том, что такое, собственно, сравнительное историческое языкознание. Обычно, просто это профессиональный термин, и часто бытовое понимание этого термина, которое присутствует часто даже у специалистов-филологов, это тоже очень экзотическая наука, на самом деле, сравнительно историческое языкознание, вот, несколько смещает акценты относительно понятия о том, чем сравнительники-компаративисты занимаются. Значит, в основе сравнительно-исторического языкознания лежат следующие представления о сущности и функциях языка. Значит, язык – это знаковая система, система знаков, которая естественного происхождения, которая используется для коммуникации людей между собой, для общения, прежде всего для передачи информации. Что такое знаковая система? Что такое языковой знак? Языковой знак – это такая двусторонняя единица, то есть бутерброд, так сказать, состоящий из значения и выражения этого значения. В элементарном случае это смысл и как значение, и звуковая цепочка как представление этого смысла. Важное свойство языкового знака такое, что он по общей классификации знаков, которую делает наука семиотика, относится к символьным знакам. Знаки бывают иконические, например, такие, у которых из выражения, из формы означающего непосредственно следует, может быть сделан вывод о его значении. Например, на светофоре фигурка маленького зелененького человечка, шагающего, это означающее значение, что можно переходить улицу.
это иконический знак. Языковой знак символьный. Например, слово «вода» русское или там турецкое слово «су», в звучаниях этих слов, во-первых, мы не видим ничего общего, во-вторых, мы не видим, каким образом данная звуковая цепочка может изображать то, что идет речь о бесцветной жидкости, там, с температурой кипения 100 градусов, температурой замерзания 0 градусов и так далее. Между словом и значением, как это выразил в свое время известный компаративист Антуан Мие, между словом и значением нет необходимой связи. Из значения слова не следует, как оно будет выражено, а из звучания слова не следует его значение никаким логическим способом. В каждом языке связь звучания и значения слова обеспечивается исключительно традицией данного языка. Ну или, глядя синхронным образом, оно конвенционально. То есть это конвенция, которая используется в данном обществе, говорящих на одном языке, а конвенция обеспечена традицией. Тогда, значит, сам тот факт, что у нас бывают такие языки, что в них встречается... В каждом из них имеется значительное множество слов, которые между собой, между этими двумя языками или несколькими языками обнаруживают сходство в звучании при совпадении в значении. Это нетривиальный факт, который требует научного объяснения. Ну, там, опять же, русская «вода», английская «water», русская «ты», староанглийское «the», там, русское «два», английское «two», немецкое «zwei», значит, русская «дверь», английская «door», немецкая «tür». И таких случаев довольно много. Вот. Как может объясняться этот удивительный факт? Этот удивительный... Тут, в принципе, может быть три объяснения. Либо сходство случайно. Но любой человек, понимающий в математической комбинаторике, скажет, что если у нас имеется, допустим, 3 языка, у которых имеется вот такого рода совпадение у 600 лексических единиц, допустим, из 4 букв, можно посчитать, какова вероятность такого совпадения, это просто миллионные доли процента, значит, случайностью это не объясняется чисто статистически. Другое объяснение, которое этому дается и давалось, собственно, с античных времен, это заимствование. Я думаю, что в абхазском тоже есть эти слова. Вот. Только они будут в словаре с артиклем написаны. Понятно, что в этом случае мы имеем дело с общим заимствованием. Возможно даже, что в абхазский эти слова попали в основном через русский. В русский они попали в основном через немецкий, как мы знаем. Это действительно случай заимствования. Однако, если мы посмотрим на то, как происходит межязыковое заимствование, то мы увидим, что заимствование в основном происходит, заимствование слова в основном происходит вместе с заимствованием реалии. То есть распространяется какая-то технология, допустим, тот же трактор или та же авиация, и вместе с явлением заимствуется термин для нее. Это происходит не только в современном мире. Допустим, есть такой замечательный момент, что значительная часть финно-угорских слов, обозначающих термины скотоводческие и коневодческие, являются заимствованиями из праиндоиранского языкового состояния. И для этого случая мы даже знаем, где и когда происходило это заимствование. Это происходило в районе Средней Волги.
во втором тысячелетии до нашей эры. У нас есть археологические подтверждения для этого, там довольно хорошо раскопанная это иранская по происхождению, индоиранская по происхождению срубная культура. Немного севернее находятся археологические памятники финно-угорских народов. И, соответственно, когда мы находим в современном финском языке слово «ватса» в значении «тёлка», которое буквально совпадает с санскритским названием «теленка», то, значит, мы этому не удивляемся, потому что имеется этот набор слов, который действительно явно был заимствован вместе с заимствованием хозяйственной отрасли у иранцев. Это объяснение подходит, ясное дело, совершенно не для любого набора лексики. А именно, есть такие понятия, для которых интуитивно ясно, что в каждом языке должно иметься выражение, просто потому, что это человеческий язык. То, что есть у всех людей, оно во всяком языке должно как-то выражаться. Вот. Лингвисты говорят в этом случае о докультурном или базовом словарном составе. Что входит в базовый словарный состав? Это, в общем, можно понять. Это, конечно, название частей тела, потому что человек устроен одинаково, всякий человек устроен одинаково в физическом смысле. Это название таких первичных понятий, как небо, земля, вода, река, да, ветер. Это наиболее общие слова для растений и животных. Понятно, что название для сосны будет не во всяком языке, а только в том языке, носители которого живут на территориях, где сосна растет. Но просто слово «дерево» на самом деле является базисным словом. Из названий животных в список базисной лексики входят такие слова, как рыба, птица, собака, змея и вошь. Потому что это спутник Homo sapiens, действительно, с незапамятных времен. Я знаю один язык, в котором слово «рыба» является заимствованием. Это язык Тубо, центрально-сахарской группы. В нем рыба называется «пуассон», французское заимствование. Но это Сахара. Понятно, что там у них с рыбой плохо. Так вот, когда мы находим вышеописанное свойство межязыковых соответствий на области базисной докультурной лексики, то можно утверждать, что данные языки имеют эту общую лексику, потому что на самом деле эти языки в некотором смысле являются отображением одного и того же языка. И для этого применяются термины, что тот глубинный язык, отображением которого являются наши языки, называется праязыком этих языков, а сами эти языки мы считаем родственными языками. Понятно, что у этого построения должна быть какая-то историческая интерпретация. Историческая интерпретация достаточно очевидная, а именно, что действительно когда-то существовал некоторый социум, который разговаривал на некотором языке, примерно эквивалентном тому, что мы назвали праязыком. Затем при разделении этого социума на отдельные части и при частичном прекращении коммуникации между частями этого социума исторические изменения в разных группах людей, языковые изменения пошли в разных направлениях, и
Ну, в общем, примерно через 1000 лет мы в данном случае имеем несколько разных языков. Тут еще, значит, такое замечательное свойство языка, что язык как естественная коммуникативная система, естественная система передачи информации, в нем заложена способность к изменению, что естественно, потому что изменяющееся общество и изменяющийся мир, они требуют такой гибкой системы. На практике изменение языка обеспечено просто свойствами процесса передачи информации, потому что при передаче информации всегда происходят информационные потери. Язык для борьбы с этими вещами наполнен синонимическими свойствами. Вот, значит, и в результате этого язык при изменении претерпевает, во-первых, регулярные фонетические изменения, а регулярность этих фонетических изменений обеспечена тем, что они это зацепки, цепляния расположений органов артикуляции друг за друга. Когда мы говорим, то мы на самом деле модулируем звуковой поток очень быстрым изменением взаимного расположения различных частей речевого аппарата. Языка, горла, голосовых связок, зубов, неба и так далее. Естественно, в потоке речи эти детали нашего устройства, движения цепляются друг за друга, и происходят сдвиги звучания. Пока и понятно, что можно исчислить сдвиги звучания, которые могут происходить при таких, путем вот этого связи движения речевых органов. Они не всегда закрепляются, то есть разные сдвиги в разных коммуницирующих группах могут закладываться потом, приниматься носителями в разной степени. Это и обеспечивает фонетическое расхождение языков. Когда звучание, вот тут написано, пока они не мешают пониманию речи, значит, они просто не замечаются носителями, а впоследствии, значит, они разрушительно действуют на языковую систему, естественно, поэтому язык обязан в каждый момент достраивать свою разрушающиеся куски системы из осколков прежней системы. Вот. Так вот, сравнительное историческое языкознание умеет получить информацию об истории языка, прежде всего на соотношении систем разных языков, которые мы признали родственными, и затем оно может получить информацию об истории языка, даже если у нас язык изолированный. И у нас в этом случае вот что, собственно, представляет собой синхронный срез языковой системы. Посерединке это система, действующая во время ТН, это наша основная система, которой мы пользуемся для разговора. Вот. Но в ней на периферии всегда имеются осколки старой системы, предыдущего момента, и, конечно, в другой части периферии у нас всегда есть какие-то ростки новой системы. Сравнительное историческое языкознание пользуется методом реконструкции. Во-первых, это внутренняя реконструкция, о которой вот я говорила, то, что мы можем в системе языка найти части ныне действующие, части, которые остались от предыдущего момента, и части, которые у нас говорят о том, как система будет, дают некоторое представление. На самом деле предсказать развитие языка довольно трудно, но некоторые вещи мы можем предугадать. Вот. Во-вторых, это внешнее сравнение. Когда у нас имеется группа родственных языков, мы можем установить между словами
звуковые соответствия и цепочки этих соответствий обозначить обозначить некоторыми символами, которые посчитать звуками праязыка, из которых по регулярным правилам получаются звуки существующего языка. Вот. Ну, это вот картинка славянских языков и некоторые соотношения между славянскими языками, чтобы видно было, какие бывают регулярные звуковые соответствия. Вот мы видим, что прославянское «ол» дает у нас полногласное сочетание в языках восточнославянской группы, голова, неполногласное в западных и южных. Регулярно в польском мы будем иметь сочетание «ло», в чешском мы будем иметь сочетание «ла», и в южнославянских языках тоже сочетание «ла». Вот. Значит, в случае смягчения сочетания «к» мы будем иметь всегда в восточнославянском шипящую африкату, в западнославянском свистящую африкату «ц» и «ч» в южнославянских языках. Вот родственный русскому язык, который вот тут надо обозначить, что типологически, и это как раз из области занятий Владислава Григорьевича, типологически родственные языки могут довольно сильно расходиться. Это вот македонский язык, родственный, соответственно, русскому языку, но структурно он устроен, ну, скажем так, отчасти похоже на абхазский. Потому что в македонском языке в какой-то момент пропали падежи, присущие русскому языку, а соответствующее значение связи октантов со сказуемым стали выражаться местоименными частицами, расположенными перед глаголом, что напоминает согласовательные префиксы западно-кавказских языков. Вот. Ну вот, «Кога Господ я направи дунята», когда Господь создал мир. Вот «я» — это согласователь на дунята ее. Дуня — это мир, соответственно. «Човек от муреча на Господа». Человек сказал Господу, дательный падеж Господа обеспечивается местоименной частицей «му» перед речи. Славянские языки являются одной из ветвей древа индоевропейских языков, и среди этого древа нас интересует сейчас маленький правый отросток анатолийские языки. Вот он. Значит, хетский, палайский, лидийский, лувийский, ликийский. Это группа языков, среди которой нет живых языков. Это все древние языки Малой Азии. Ну вот фрагмент древа индоевропейских языков, который строится компьютером, и компьютер умеет датировать расхождение между языками, то есть приблизительно датировать именно по расхождениям в базовом лексическом составе, словарном, время расхождения языков. Мы видим здесь, что анатолийские языки и остальные индоевропейские – это первый распад индоевропейской семьи, который датируется серединой 5-го тысячелетия до нашей эры. Вот там сверху видно циферку минус 4,50. Ну, это вот карта индоевропейских языков. И вот на карте коричневое пятно в Малой Азии. Вот. Это и есть у нас анатолийские языки, и на них стоит у нас крестик, потому что языки эти вымерли. Родство между индоевропейскими языками хорошо доказано. Значит, и между ними установлены, в частности, регулярные звуковые соответствия. Вот здесь можно видеть, как устроены эти звуковые соответствия в том, что касается, например, хетского, а также отношения между германскими, славянскими, греческим и индийскими языками.
Сложность в изучении хетского языка. Хетский язык и другие, как и другие анатолийские языки, вот карта древнеанатолийских языков, значит, хетский самый восточный в Малой Азии, значит, от него остались памятники письменности, вот от других, ну вот ровесник хетского это лувийский, ну ровесники лувийский и палайский, в общем, самые ранние памятники письменности, которые мы имеем от этих языков, это в том числе самые ранние для индоевропейской семьи, а именно это 1600-е годы до нашей эры. Письменность используется клинописная, заимствованная, по-видимому, ну, семитская, видимо, по происхождению, она схожа со старовавилонской письменностью. Эта письменность, будучи по происхождению не индоевропейской, не совсем хорошо отражает хетскую фонетику. То есть чтение, значит, да, язык был дешифрован. Первые памятники хетского языка были дешифрованы около 13-го, по-моему, 1913 года Берджиком Грозным, чешским ученым, который, значит, исходя из дикого на тот момент предположения того, что этот язык индоевропейский. То есть он заметил там в некоторой фразе, в которой говорилось, это была надпись билингва, значит, там говорилось, что ты будешь хлеб есть и воду пить, и слово «хлеб» в хетской части надписи определялось по тому, что там в клинописи ставятся детерминативы при некоторых словах, и это шумерограмма так называемая, у которых есть значения, но они не читаются. Вот, но это как китайские иероглифы примерно устроено. То есть стоит детерминатив, обозначающий общую смысловую область, к которой дальнейшее слово относится. И он предположил, что это слово действительно хлеб, а следующее за ним слово есть с корнем ад, то есть это индоевропейский корень эд. Значит, дальше дешифровка более или менее пошла. Ну вот, собственно, кусочек хетского текста, как раз из ритуальных текстов, в котором можно хорошо заметить некоторые индоевропейские слова, прямо вот так. Вот у нас там есть слово «не пиш», «текана». Перевод кончается на «небес и земли». «Не пиш» – это то же самое, что «небес». Вот. А «текан» – это более сложное, это значит хетское название для земли, которое в индоевропейском реконструируется так, как «дгхом». Вот. Ну и это, например, греческое «хтон». Вот хтонические существа и так далее, это вот его потомок. Вот детерминатив «птица», «мушен», шумерский. А дальше идет слово, которое значит «орел», очевидно. «Хараннан». Это, конечно, тот же корень, что «орел» в русском языке. «Ор». И вот я его в небо не пиша Тарнахи отправляю. Владислав Арденба занялся хетским языком с подачи Шалва Денисовича Иналы-Па. Собственно говоря, значит, интерес его к хетскому языку, несомненно, связан с его интересом к абхазскому прошлому. Потому что, ну вот вы видели карту Хетского царства. Дело в том, что хетский язык на территории своего проживания
сменяет, по-видимому, другой язык. Да, хетты сами не назывались хеттами. Их, собственно, само название – это несы, несийский язык. А хатти – это название другого языка, остатков которого мы довольно много видим в хеттском словаре, прежде всего, то есть довольно большое количество лексических заимствований. Кроме того, огромное влияние хеттского вот этого языка хатти мы находим в хеттской мифологии, языке, культуре, в частности, ритуалов. Вот одним из замечательных открытий Владислава Григорьевича было открытие того, что ритуалы, хеттские ритуалы, довольно хорошо известные нам по табличкам, их записывали. Это одна из основных вещей, которая записывалась хеттами. Это очень удобно, потому что некоторые малоазиатские культуры использовали письменность исключительно для хозяйственных записей, а вот хетты много писали про выполнение своих ритуалов. Так вот, Владислав Григорьевич очень убедительно показал, что часть ритуалов и праздников, известных нам как хеттские, имеют не хеттское, а хатское происхождение. Значит, это используемая терминология, это некоторые типологические свойства. Так, например, для хеттов, вот этих несов, как индоевропейцев, несийцев, было характерно сожжение при жертвоприношении, а для хаттов положение. Значит, и для ряда важных терминов хеттских он также показал, что это хатские заимствования в хеттском, что они не имеют индоевропейского происхождения и, следственно, заимствованы из другого языка. А дальше, значит, ну, понятно, что для того, чтобы сделать такие выводы, этот человек должен был не только отлично знать хеттский язык и индоевропеистику, то есть понимать, какие слова могут быть индоевропейскими, какие нет, для чего надо знать, а индоевропеист обязан знать древние индоевропейские языки, и Владислав Григорьевич хорошо знал и древнегреческий, и латынь, и, в общем, разбирался в санскрите. Вот, так что все это было можно. Но, кроме того, еще надо хорошо знать основной круг взаимодействия хеттского языка, а это аккадский и шумерский. Значит, теперь, значит, что же у нас дальше, естественно, вставал вопрос, что же такое у нас этот хатский язык. На эту тему, ну, естественно, все хотят знать, кто были люди, которые, значит, лежат в основе хеттской цивилизации. Ну вот про хеттов мы знаем, что они индоевропейцы, и существуют более дальние связи индоевропейской семьи. Ну вот я считаю, что это доказано. Собственно говоря, то место, где мы с Владиславом Григорьевичем встречались и общались, это был настратический семинар имени Владислава Марковича Ильича Свитыча. Владислав Маркович в начале 60-х годов провел научное доказательство того, что индоевропейские языки вместе с рядом других языковых семей восходят к некоторой более общей языковой семье. Если распад индоевропейского у нас датируется 5-м тысячелетием до нашей эры, то вот та макросемья, названная настратической, к которой восходили вот все эти семьи, индоевропейская, алтайская, афроазиатская, она же семитхамитская, уральская, картвельская и дравидийская, распад этой семьи падает где-то на 13-е тысячелетие до нашей эры. То есть это довольно давно, это неолит, но, видимо, уже начало неолитической революции.
То есть там восстанавливаются, что касается хозяйства, там восстанавливается некоторое количество терминологии, ну, такого развитого собирательства, я бы сказала. Нельзя утверждать, что это земледелие, но какие-то вот названия съедобных растений и какие-то сезонные слова, которые могут быть связаны с этим самым собирательством. Они все устроены, ну, в общем, примерно одинаково. Например, типологически они практически все имеют номинативный, а не эргативный языковой строй. Ну, вы знаете, что в грузинском языке есть элементы эргативной конструкции, но они ограничены частью глагольной системы. Собственно говоря, такие вещи есть и в индоевропейских языках, а именно новоиранские и новоиндийские языки обладают тоже такими кусками эргативного строя, но они там явно инновационные. И в грузинском тоже эргативная конструкция так устроена, что похоже, что она инновационная. Собственно говоря, мы можем видеть, как это происходит в индийских и иранских языках, и, соответственно, можем делать выводы о том, что и в грузинском, наверное, это было так же. А именно, просто когда развитая временная глагольная система рушится, и на ее место встают бывшие причастия в этом языке, то причастия обладают лобильным управлением, таким, что они могут образовывать и эргативные конструкции. На этом, видимо, и возникают эти новые конструкции. На что у нас похож хатский язык? Вот этот хатский язык. Цифрами обозначены, как вы понимаете, глагольные префиксы согласовательные. Вот, пожалуйста, как устроена грамматика. Понятно, что это язык совершенно не похожий не только на индоевропейский, устроенный совершенно иначе, но и на стратические в целом, потому что мы не имеем таких конструкций для настратических языков вот, со всей этой префиксацией. Поэтому, в общем, более или менее давно, то есть, ну, во всяком случае, в работах еще учителя, московского учителя Владислава Григорьевича Вячеслава Всеволодовича Иванова, была предложена гипотеза о связи хатского языка с западно-кавказской языковой группой. В основном на структурных сходствах. Владислав Григорьевич значительно расширил эту работу и в нескольких своих статьях продемонстрировал не только большое типологическое сходство хатского языка с западно-кавказскими языками, но и то, что ряд показателей. Ну, тут, опять же, лирическое отступление. Значит, хатский язык дан нам в наших ощущениях весьма слабо. Значит, это та же клинопись, то есть тоже клинопись, созданная на базе семитских языков. Соответственно, фонетическая структура, если это действительно западно-кавказский язык, то понятно, что никакая письменность на семитской основе отразить хорошо фонетический состав этого языка не могла. То есть наши чтения, вот эти, которые тут нарисованы, они чрезвычайно приблизительны. Кроме того, ну, в общем, тексты хатские еще находятся в стадии расшифровки, еще не все они дешифрованы, не все они прочтены. Часть их как раз, ну, это отдельная работа, про которую мало кто знает на самом деле, но это большая работа, которая кладет фундамент лингвистики будущего, так сказать. Вот. И в частности, Владислав Григорьевич прочитал несколько хатских текстов сам, то есть предложил вот их чтение, значит,
кажется, эти работы не опубликованы. На почве вот этих занятий по этимологизации хатской лексики Владислав Григорьевич вошел тогда в тесный контакт с группой московских кавказоведов, которые занимались как раз реконструкцией прасеверокавказского языка, потому что было понятно, что по времени хатский, если с чем-то сопоставлять, то не с реально существующими абхазо-адыгскими языками, а к тому, что мы для них реконструируем. Ну вот, собственно, это самая кавказская семья, большая, посчитанная. Это очень неуверенно, на самом деле, пока очень неуверенное дерево кавказских языков, но вот оно датированное. Значит, вот хуритский язык, которым занимались Игорь Михайлович Дьяконов и Сергей Анатольевич Старостин, получается, что рано отпал от кавказской группы, но он-то, про него, в общем, доказано более или менее, что он был кавказский действительно, и скорее восточно-кавказский, то есть из нахско-дагестанских. Но просто с хуритским примерно такое же положение, как с хатским по сохранности лексики. Когда у нас этого основного словарного состава мало, чтобы посчитать, то естественно, что бедная машина считает так, что у нас этот язык с малым словарным составом отваливается где-то очень рано. Так что датировка от падения хуритского не должна тут учитываться. А вот дальше у нас распад восточно- и западно-кавказской группы. И он падает где-то на середину 4-го тысячелетия до нашей эры, а распад абхазо-адыгский падает на 2-е тысячелетие до нашей эры. Соответственно, а свидетельство хатского языка у нас из того же самого 2-го тысячелетия до нашей эры. То есть, если это получается, то, скорее всего, это какой-то диалект именно про абхазо-адыгский. То есть его надо сравнивать именно с реконструкцией. Но и надо сказать, что сама реконструкция про абхазо-адыгское, над ней работали многие достойные ученые, значит, это Амин Капсуевич Шагиров, вот тоже Сергей Анатольевич Старостин и последняя, last but not least, Вячеслав Чирикба. Нельзя сказать, что эта реконструкция завершена, потому что очень сложные структурные языки и очень сложные изменения, много словосложений, вот. Но, по крайней мере, мы сейчас знаем, что кавказские языки являются потомками другой евразийской макросемьи языков, распад которой датируется примерно так же, даже как иностратической, немножко позже. Вот. И от которой мы видим сейчас, вот вы видите эту карту Евразии и частично Америки, значит, вот эта кавказская, мы ее называем сино-кавказской или дено-кавказской макросемьей, потому что она, видимо, включает не только языки Евразии, но еще и часть языков Северной Америки. Последнюю миграцию в Северную Америку. Вот. Их расположение по карте, но это, в общем, анклавы, да? Это анклавы на карте, залитой настратическими языками, так сказать, да? То есть впечатление такое, что это была широкая полоса расселения по всей Евразии, вот, этих языков, которая потом в ряде мест была вытеснена просто настратической миграцией. Вот. Ну вот вы видите, что туда входит ряд изолированных языков Евразии, как баскские, барушастские, да, и вот еще маленькая группа почти вымершая енисейских языков, желтенькая на Енисее. Так вот, принадлежность хатского языка
во всяком случае, в широком смысле, к сино-кавказской семье, в общем, в настоящее время сомнений, кажется, ни у кого не вызывает. Вот. Но структурно похоже, что это... Ну, это вот этот этимологический словарь северокавказских языков, написанный Сергеем Анатольевичем Старостиным при участии Сергея Львовича Николаева, в котором хатского на самом деле нет. Это они поосторожничали. Значит, хатский материал не включен. Но вот работа над этими, вот, соответствие, собственно, западно-кавказских языков, которые приняты там и слегка модифицированы в книге Чирикбы. Вот книга Чирикбы, кстати, вот она. Это, значит, последнее по времени, что мы имеем про состояние западно-кавказского. И очень хотелось бы вот эти самые слова основного списка западно-кавказские, как они восстанавливаются. А это, значит, критика, как раз критика некоторых западно-кавказско-хатских сопоставлений, оценка западно-кавказских сопоставлений с хатским, которые предпринимались различными учеными, и в частности, и на развитие работ Владислава Григорьевича. Потому что с тех пор, надо сказать, вот со времен статей Владислава Григорьевича у нас еще имеется некоторое развитие этого дела. У нас есть, в частности, резко критические работы, которые говорят о том, что нельзя сопоставлять хатский с прозападно-кавказским, но можно его сопоставлять с сино-кавказским. Кажется, ну, в общем, обсуждение в лингвистической среде показывает, что это все-таки не совсем хорошая точка зрения, но прежде всего потому, что надежность западно-кавказской реконструкции, как бы мы ее не упрекали, несомненно, значительно выше, чем прасино-кавказская реконструкция. Просто чем глубже мы продвигаемся вглубь веков, естественно, наши отображения становятся все более значащими, все более разные вещи, чем, ну, я говорила, да, что языки-потомки – это отображение языков предков. Так вот, расхождение между языками-потомками, чем глубже мы проникаем в историю языка, тем более по-разному могут толковаться. То есть выстраиваться могут альтернативные реконструкции. В общем, к настоящему моменту на самом деле никакой никакой более обоснованной гипотезы, чем гипотеза западно-кавказских отношений хатского языка, выстроенная Владиславом Григорьевичем, у нас нет. Очень хотелось бы, чтобы эти работы были продолжены, на самом деле. Специалисты по сравнительно-историческому языкознанию могут делать свои выводы в большой части случаев, не опираясь ни на что, кроме внутриязыкового материала. Тем самым, если какие-то данные смежных наук, типа археологии, им, значит, изменяются и дают другие основания для других выводов, то это не ломает, собственно, лингвистических выводов, которые были сделаны. Поэтому если, значит, ну, просто интерпретационная часть будет меняться, а сами лингвистические выводы, они делаются внутри этой науки. Владислав Григорьевич в настратическом семинаре, в частности, занимался тем, что учил моего отца абхазскому языку. Они заметили, ну, собственно, абхазская акцентология вещь довольно развитая, но вот, значит, при работе с Владиславом Григорьевичем, значит, Владимир Антонович, они вместе, собственно, заметили, что ударение, что правила постановки ударения в абхазских
и других, в частности в убыхских языковых формах, связаны они ставятся по системе маркировок. То есть каждая морфема обладает свойством принимать или не принимать акцент. И, значит, имеются правила постановки ударения в цепочке вот этих маркированных по принятию и непринятию акцента морфемах. Это устройство совершенно такое же, которое было у нас в праславянском, только правила немножко другие. В праславянском ставилось на первый плюс в цепочке плюсов ударение, а в абхазском ставится на последний плюс в цепочке плюсов. То же свойство мы обнаруживаем в древнеяпонском. То же свойство имеется в ряде сахарских языков Африки. И такой тип постановки ударения обычно связан с тем, что этот язык прежде был тоновым. То есть прежде каждая морфема несла тональную маркировку. Реальное подтверждение этому было обнаружено Владиславом Григорьевичем в топанском диалекте. А кроме того, он просто в личной беседе неоднократно говорил, ну это вот сравнение абхазо-убыхское, где понятно, что одни и те же морфемы несут одну и ту же маркировку. Кроме того, он говорил, что значит, он слышал тональные системы в некоторых диалектах абхазских языков у пожилых носителей в свое время. Вот. Ну, в общем, вот эта работа тоже пока не завершенная. В ходе лекции у меня возник такой вопрос. Я занимался вопросом вот о термине деревни, как у нас называлось на абхазском. Это, конечно, диакет на абхазском. Потом я узнал, что схожие слова, точно аналогичное слово есть в турецком языке, называемое икнет. И вот в связи с этим я хотел бы спросить, у нас это заимствовано или это случайная схожесть? Если это заимствовано, то какие причины послужили этому заимствованию? Мне больше хочется это турецкое слово считать заимствованием из абхазского, потому что надо сказать, что в турецком есть слова, которые явно могут претендовать на заимствование из западно-кавказских языков. Более того, у турок, скажем так, несколько агрессивная языковая политика, поэтому они все, что у них на территории имеется, считают турецкими диалектами. То есть, например, в турецком диалектологическом словаре ты можешь видеть, действительно, абхазские слова, балкарские слова. Уважаемая Анна Владимировна, в первую очередь хочу выразить огромную вам благодарность за чисто научную лекцию. Личность Владислава Григорьевича, она святая для нашего народа. Мы поняли, что очень много вещей, которые еще предстоит сделать в науке. Вот еще одна боль, которая добавляется к той боли, что мы потеряли лидера государства. А вот как ученого мы читали статью Вячеслава Чирикба, знаем, общались, были друзьями многие с Владиславом Григорьевичем. В разных ситуациях мы бывали и так далее. А вот сегодня вы нам оживили еще одну боль, потерю такого ученого, полиглота. И я скажу так, вечная память учителю Шалве Денисовичу, который, когда Владислав Григорьевич учился в нашем вузе, направил его на то, чтобы он занялся хетами. Потому что, как потом подтвердил и Вячеслав Всеволодович, и другие, предки хетов, хаты, их язык очень
близок к языкам Северо-Западного Кавказа, а это вопрос уже действительно политический, потому что через этот язык восстанавливается древность нашего государства. А это, конечно, всегда вызывает оппонентов к нашему несчастью. Но растет молодежь, идут годы. Я думаю, что будут у нас еще Владислав Григорьевичи, будут у нас Шалвы Денисовичи, будут у нас друзья, одной из которых являетесь вы, ваш отец, вот Институт языкознания, Институт востоковедения, очень частые гости у нас, и мы очень рады этому сотрудничеству. Сейчас надо, обращаясь к молодежи, хочу сказать, надо очень интенсивно заниматься саморазвитием. У нас есть люди, которые вам в этом помогут. Очень важно в науке, какой язык исследования выбран. Даже в математике речь не идет, скажем, о выборе русского или там украинского или киргизского, нет. Речь идет о математическом языке. Язык всему голова, отсюда все идет. И сегодняшняя блестящая лекция еще раз подтвердила, что это действительно именно так. Один маленький момент уже из жизни, если ведущий разрешит. Значит, раньше, когда присваивали, значит, степень доктора наук или ученое звание профессора, вызывали в Москву на заседании ВАК, торжественно вручали и так далее. Так получилось, что Владиславу Григорьевичу вручали диплом доктора исторических наук, а мне вручали аттестат профессора математики. Кириллов-Угрюмов, тогдашний председатель ВАК, объявляет, что вручается Владиславу Григорьевичу Ардзенбаху. Он вскочил с места, уже говорит: я Ардзенбах. Да. Ну, потом сел, и я над ним смеюсь. А тут пришло мое время, и говорят: аттестат профессора математики получает Олег Алексеевич Гварунец. И я, правда, не с места, я пришел, говорю: моя фамилия другая. Ой, извините. Мы очень дружили, это был широчайшей души человек. Да. Мы потеряли очень многое в его лице. Вам большое спасибо за сегодняшнюю лекцию. Да. Я по поводу того, что вы говорили о неизданных его работах. Да. Сейчас в Академии наук в нашей проводится, это вы сами понимаете, как это трудно, значки, это клинопись, это ужасно трудно. Чирикбе очень помогает в этом вопросе. Мы готовим к изданию все труды его, и в том числе неизданные, которые не успел в связи с политической деятельностью, не успел закончить. Ну, надеюсь, что, более того, даже решили напечатать его кандидатскую диссертацию, к которой он, честно говоря, скептически относился, потому что, ну, она такая, знаете, как новоиспеченная, после курса, как-то, господи, аспирантуры, и он не очень-то, там были хатские истоки и так далее, да. Ну, вот и в том числе и это, и там неизданные какие-то вещи будут, это получится, в общем, более-менее нормальное издание его трудов. Надеюсь, что найдутся читатели, и почитатели не его, а почитатели проблемы, и появятся желающие продолжить это дело. Да, разумеется. Я слышала, вот в кулуарах разговаривали, что есть молодой человек, Гопия, интересуется хетским языком, но как-то не парадоксально, он заочник, но тем не менее у него такая вот тяга к этой проблеме существует. Надо всем нам коллективно ему помочь. Да, но тут важно его выучить, конечно, выучить его. Потому что любителей-то много, а специалисты... Люди... Да, базовые знания обязательно нужно получить. Ну, не умерла же совсем
школа древних языков в Российской Федерации, можно получить профессиональную подготовку. Но это очень важно, потому что на самом деле, вот мы говорим уходим от политизации, но знать свою историю никому не зазорно. Тем более, если она такая древняя, то это просто поднимает нас еще в собственных глазах. Да, это одно. Это ужасно тяжелый труд изучения древних языков. Скажу, поскольку знаю, человек за 3 года аспирантуры одновременно изучал хетский, хатский, древнегреческий, аккадский язык, и даже пытался шумерским, но это очень неподъемно. Занимался в буквальном смысле 24 часа в сутки. Я без преувеличения это говорю. И за 3 года он подготовил диссертацию, ничего не зная об этих языках в самом начале. Вот о чем я говорю. Это адский труд, это самоотвержение. Это не конъюнктурная работа, это исследование. Этому нужно посвятить свою жизнь. Это себе нужно в чем-то отказать. Вот если кто-то готов к этому, то только так получаются научные открытия. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю лекцию. Я бы хотел просто сказать о том, что Владислав Григорьевич внес большой вклад и в нартоведение, в кавказское нартоведение. И это связано с его разысканием в области и лингвистики древних тоже. Связей, да. Я бы сказал, параллели с хатским, хуритским и хетскими языками, с западнокавказскими, даже не столько по языку, по лингвистике, сколько по мифологии и эпосу. В частности, сопоставление сюжета, нардского сюжета о рождении героя из камня с песню об Уликкуме, хуритским эпосом мифологическим, мне кажется, очень убедительным. Да, конечно, и функции кузнеца тоже эпические, конечно, это вот очень важная штука. Спасибо еще раз за вашу лекцию. Сравнительное историческое языкознание, компаративистика и вообще изучение древних языков, тем более семантическая реконструкция праязыка, протокультур. Это такие области, такие занятия в науке, которые требуют от человека очень больших усилий. Об этом, в общем-то, уже почти было сказано здесь. И заниматься в этой сфере и работать успешно может только тот человек, который не чувствует себя вне науки. То есть это та область, в которой невозможно работать, параллельно занимаясь еще другими делами. Я благодарю Анну Владимировну за очень профессиональную лекцию и, конечно же, за выбор темы. Я думаю, что продолжение научной деятельности, сфера, в которой работал Владислав Григорьевич Ардзунба, будет. У нас подрастает блестящая молодежь, и она уже интересуется. Это была кафедра лекций на абхазском телевидении. До свидания.